обладатель ордена Луки Пачоли. Всего лишь 10 участников. И я не понимаю, тоже убегаю, вот так по огороду мы бегаем. Я была часто избита из-за того, что мы выигрывали. Я не знаю, там, я не подготовлена. Нам не разрешали делать уроки. Как бы от меня и требовали родители этого. Ну и вот как они, нормально интересно. тратят бюджет? Какого-то воспитания, именно как девушке, где-то нужно там опустить глаза, где-то не ответить. Хотели как бы, как воспитанные, вот этого ничего не делать, доступно могла объяснить, и я почему-то стала мечтать об этом. Обожаю, люблю этого человека. Вообще никогда в жизни не знала, что есть такая вообще профессия. Мой отец говорил, девочки вообще не должны учиться. Ученица калькулятора. Я все время думала, нет, я буду бороться через момент. Все лечь, да? Так вот моя карьера началась бухгалтера. Всем ассаламу алейкум и доброго дня. Сегодня у нас в гостях обладатель ордена Луки Пачоли, лучший бухгалтер России Людмила Сибина Айбазова. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение, как вы себя сегодня чувствуете? Отличное настроение. Прекрасно. Это хорошо, мы очень вам благодарны, что вы выкроили для нас время, пришли поделиться своим опытом, своими знаниями, ответить на наши вопросы, обратиться к нашей молодежи и в целом рассказать различные интересные истории. Я знаю, вы очень интересный человек, очень эмоционально яркий, позитивный человек. Я думаю, вы нам сегодня много всего интересного расскажете. Спасибо вам большое. Я очень хотела бы, чтобы все это так было, как вы сказали. Это так и есть, и, наверное, даже намного больше, просто я не умею выражать все свои эмоции словами. Спасибо. Итак, как мы уже сказали, вы обладатель ордена Луки Пачоли. Так? Да. Лука Пачоли, вы бухгалтер по профессии. По профессии бухгалтер, да. Лука Пачоли является отцом-основателем бухгалтерии, Да, правильно? Да, совершенно верно. Расскажите, пожалуйста, что это за орден, кому его вручают, где это происходит и что нужно для этого сделать? Это каждый год у нас есть содружество, международное содружество бухгалтеров и аудиторов, и членство очень важное. Если мы не находимся в членстве в этом содружестве, мы не имеем права работать аудиторами вообще. А как вообще попасть в это членство? Обучение идет, специальное обучение. Раньше нигде не было, кроме как в Москве. Это школа, обучались 6 месяцев, сдавали экзамены, тестирование. Это международная комиссия была со всех стран мира. И если мы проходили эту комиссию, нам вручали диплом. То есть это достаточно серьезное и сложное занятие. Достаточно серьезное. В первый год, когда это происходило, всего лишь 10 участников у нас было из Российской Федерации вообще. Мы именно защитили эти наши дипломы и стали членами Международной ассоциации аудиторов и бухгалтеров. И каждый год Международная ассоциация производит такие вот конкурсные мероприятия. И чтобы как-то себя в этой стезе показать, мы однозначно участвуем. Говорю однозначно, потому что это лично... это Россия? Россия, да, потому что надо показать себя России. Россия на международном конкурсе? Международном, да, конкурсе. Это как Олимпиада, только среди бухгалтеров. Да, только вот в таком формате. Соответственно, нам раздают все это по электронной почте, раздают вопросы, и есть специальная программа, в которой мы садимся. За 20 минут надо ответить на 100 вопросов. За 20 минут на 100 вопросов? На 100 вопросов, да. Это же за 20 минут даже прочитать 100 вопросов сложно. Такие вот надо условия. еще подумать, подумать, ответить. Правильный ответ. Это, наверное, все-таки больше даже везение, может, я даже так скажу. Хотя я просто настолько увлечена своей профессией, я даже никогда не думала, когда в студенчестве, то есть вообще в школу ходила, я даже не мечтала, что когда-то буду бухгалтером. У меня мечта в школе была, вы учились где? У меня мечта была поступить в Таганрогский радиотехнический радиотехнический институт. Я себя готовила с 6 класса. Я почему радиотехнический? Почему Таганрогский? Вот именно Таганрогский. Почему-то он мне попался, видимо,
где-то я вычитала, может быть, это я уже не могу вспомнить, потому что это был 6-7 класс, и я для себя решила, я обязательно буду поступать именно в Таганрогский радиотехнический. Кто бы меня не спросил на тот момент, я всегда говорила, я буду там учиться. Ну, конечно, родители воспринимали это не всерьез, понятное дело, ну, как принято у нас, ну, скажу даже, может, не очень приятно. Мой отец говорил, девочки вообще не должны учиться. Они школу заканчивают, надо выходить замуж, детей заводить, их образование. По прямому предназначению, так сказать, да? Ну и я, конечно, в душе своем, я все время думала, неужели так будет со мной? Я все время думала, нет, я буду бороться, и все время говорила каждый день, папа, я пойду в радиотехнический. Он улыбался, говорил, ну пойдешь, пойдешь. Вот такие вот получились моменты. Все легче, да? Да, поговори, потом все это. Ну, потом судьба, конечно, моя была, ну, очень тяжелая была. У меня мама заболела тяжелой болезнью, и я не смогла поступать, закончила 10 классов, не смогла поступать в связи с тем, что мне нужно было за ней ухаживать. Я 2 года ухаживала за ней, соответственно, ни о какой учебе речи не могло быть. Но потом, когда ее не стало, и мне нужно было куда-то себя деть, куда-то приспособить. Но это вам сколько лет тогда было? Мне 17 лет было, когда она заболела. Это конец вот учебы был. И, соответственно, я 2 года, 19 лет. 19 лет я не знала, куда себя деть, в каком плане. Это середина года была. И уже нигде набора нет в институты. И я понимаю, что... И вдруг я читаю в газете, идет набор в Черкесскую школу бухгалтеров. Прошу брата поговорить с отцом, чтобы... А до этого вообще бухгалтерия как-то? Вообще никогда в жизни не знала, что есть такая вообще профессия. Просто был набор и... Был набор, да. Почему Я не знала. Вот просто чтобы куда-то как-то энергию деть. Да, куда-то. Я понимала, что отвлечься, уже да? все, надо, да, как-то отвлекаться. И, соответственно, февраль месяц, я думаю, ну куда? И просто вот газета, это называется судьбоносные вот такие моменты, наверное. Газету беру и читаю, что ведется набор на 6-месячные курсы бухгалтеров промышленных предприятий в городе Черкесске. Прошу брата поговорить с отцом и отпустить меня в эту школу. То есть это не полноценное как бы образование? Нет, это чисто курсы, школа, да? курсы, да. Ну и так, по иронии судьбы, мой отец разрешил из-за того, что у меня тетя живет в Черкесске, у нее пожить и поучиться. И вот так я попала в эту профессию бухгалтеров. Это значит, я всегда благодарна преподавателям, которые вот именно в тот же момент я полюбила эту профессию, хотя никогда в жизни не знала, что такие счетные работники бывают вообще. То есть Черкесск дал такой старт, такую площадку? Да, такой старт, именно вот эта школа бухгалтеров. Я даже не знаю сейчас, существует эта школа, нет, но я благодарна этой школе. Основы я именно там взяла. Ну, потом, соответственно, когда я полюбила эту профессию, вернулась домой, и куда-то надо себя деть опять. В Зеленчук, да. Я пошла работать. Пошла работать именно в райпо ученицей калькулятора. Такая профессия была раньше. Ученица калькулятора? Ученица калькулятора. Есть такая профессия калькулятор. То есть он обсчитывает в ресторанах меню, сколько будет стоить блюдо. Вот, калькуляция, да? Калькуляцией занимается, ну так называется специальность калькулятор. И я там поработала. Мне еще больше понравилась эта профессия, но все равно у меня какое-то сомнение было идти высшее образование получать. Ну, радиотехнический уже как бы уже даже все, в мыслях да, ушел. уже в мыслях ушел, потому что как-то я полюбила эту профессию. И получается так, что раньше, чтобы поступить в институт, нужно было обязательно рабочий стаж. В Зеленчуке был завод микрокомпонент. И я туда пошла работать, чтобы наработать 2 года стажа. То есть я в 19 лет опять не могу поступить в высшую школу. Я иду работать, зарабатываю себе стаж работы, и потом только я приезжаю в Ставрополь поступать. Это опять-таки судьбоносное. Я уже в райпо не работаю, но в райпо мне звонят и говорят, что есть направление, там по направлению обязательно, просто так не приехать, не поступить. Есть направление на бухгалтера. То есть нужен и стаж, и направление, да, чтобы просто чтобы поступить на высшее образование. Да. И мне говорят, что есть направление именно на бухгалтера-ревизора. Я вообще недолго думаю, соглашаюсь.
хотя даже представления не имею, даже малейшего, что такое ревизор, там, ну, бухгалтер, калькулятор я знаю, я уже Ну, цифры поработала, вперед, да, да. как бы так. И вот я приехала, поступила, тогда баллы добавлялись, как и сейчас, за стаж работы. Соответственно, я стала студенткой института, политехнический раньше назывался, экономического факультета. Год я там отучилась. Ну, меня тоже по семейным обстоятельствам пришлось бросить институт. Я, конечно, взяла академ, поехать домой, ну, ухаживать уже за отцом. Такая была обстановочка. И после этого я не смогла восстановиться в институт обратно. Почему? Ну, какие-то там такие обстоятельства были, что, видимо, ну, не знаю, Ну, не могу сказать. То ли знакомства нужны были, то ли что. Все равно в меня, общем, не захотели Ну да, не восстанавливать. захотели вот так Они восстанавливать. еще не знали, мне что они нужно было. выпускают. Видимо, да. И я пошла в кооперативный техникум. То есть вы уже учились на высшее образование, Да. и тут вы пошли на среднее. Отчислилась оттуда и пошла в среднее специальное образование. Меня бабушка на тот момент успокаивала: ты не расстраивайся, Люда, наоборот, ты будешь самая умная, самая грамотная, самый-самый профессионал своего дела. Это она так меня успокаивала, что с институтом у меня не получилось, и пришлось мне в техникум идти. И как она Ну, сказала... вот уже и школа в Черкесске, и опыт Да, работы, опыт и год работы, института, то есть да, уже как бы есть уже все равно есть какая-то какой-то опыт. основа, да. И когда я поступила в техникум, конечно, это для меня самый лучший техникум вообще в России был. И я думаю, сейчас он такой. Очень много профессионалов вышло из нашего техникума. Это не секрет. Если вот кто-то меня будет слушать, слышать, и я думаю, что очень многие закончили наш техникум. Впоследствии вы еще и работали, да? Да, и так получилось, что я закончила техникум на красный диплом, и меня тогда обязательно нужно было направление, направили, чтобы советский район, советский райком куда-то. Работали. Да, работать. Я приезжаю с направлением, а там место мое занято с Москвы по направлению с таким же образованием, но с высшим образованием. Приехал мальчишка. Естественно, взяли они с высшим образованием, они написали отвод, что ну, в связи с тем, что нет места, обратно в техникум. И я приезжаю, сейчас помню, захожу к директору, Коломис Виталий Леонидович, обожаю, люблю этого человека. На самом деле это преподаватель с высшей, вот, не знаю, высшей Большой. категории, и он заслуженный учитель России. Это вот с большой буквы учитель. И он говорит: нет, мы таких своих знатоков отправлять куда-то не будем, находите здесь место и оставляем здесь при техникуме. И меня ведут в бухгалтерию и берут меня в бухгалтерию бухгалтера. Так вот моя карьера началась бухгалтера. В моем любимом техникуме, да. И чтобы преподавать бухгалтерию, почему-то я очень хотела преподавать, не знаю, из-за того, что, наверное, сама не нравились учителя, наверное, в техникуме. И вот уже мечтала то, что я буду преподавать. Это знание полученное вы хотели передать да, дальше? Уже вот для хотела, мне молодежи? кажется, я бы доступно могла объяснить, и я почему-то стала мечтать об этом. Начала узнавать, как это возможно. Мне говорят, надо в Москве год отучиться на педфаке, чтобы преподавать в техникуме бухгалтерский учет. Естественно, я опять-таки с помощью направления, мне как-то поверили в меня, наверное, дали направление с техникума. И я поехала учиться, закончила педфак в Москве и приехала преподавать свой родной техникум. Это были инвестиции в будущее, да? Да, техникума? да. Вот как-то я очень старалась учиться, чтобы ну, не подвести своих вот, наставников, которые меня верили. Вот так у меня началась карьера. Да, у меня так началась уже карьера преподавателя экономических дисциплин. То есть вы не просто бухгалтер, да, вы еще и преподаватель. Я работала бухгалтером, потом заместителем главного бухгалтера, потом долгое время главным бухгалтером в техникуме. И при этом ни один год не оставляла свое поприще именно преподавания. И 23 года я именно преподавала бухгалтерский учет, финансы. А вот я никогда не знал, что вы были преподавателем. Вот я так 20 года я посвятила себя преподаванию.
И 23 года. 23 года, да, в техникуме, посвятила себя преподаванию, очень любила своих студентов, очень любила и свой предмет. Прям. Есть среди ваших студентов кто-то вот тоже, кто достиг высоких Да. уровней, там на хороших должностях? Очень много моих выпускников работают на очень высоких постах в Ставропольском крае, в Ставрополе, в Москве. И очень много ребят именно. Никто не видит, что ребята могут быть бухгалтерами. Именно мальчиков, да? Именно мальчики были хорошими бухгалтерами. И они есть, и живут сейчас в Москве, переписываемся, все время поддерживаем связь. Очень много студентов. Мне очень приятно по городу ходить, когда сзади подбегают, обнимают. Людмила Сигбиновна, смотришь, это мой студент. Вот буквально на День города поет мой студент. Он прекрасный главный бухгалтер мебельной фабрики, но поет. Ну, как раз фестиваль сейчас творческой молодежи. Да, вот, да, да. получается. То есть очень я довольна своей жизнью в том плане, что какие-то цели я ставила и старалась добиться этих целей. Вот я считаю, что для молодежи это тоже самое главное. Как говорится, если цели нет, ты не знаешь, куда стрелять, куда попадешь. А если цель есть, ты целишься в мишени, то и стараешься жить, добиваться чего-то. Потом, ну, вообще, жизнь моя очень тяжелая была, но очень интересная. Но вы и в школах, не в одной школе, да, учились? Да, я не в одной школе училась, потому что так получилось, что родители направляли то в один город работать, то в одно поселение работать. Это по специфике работы? Да, по специфике работы. И обязательно тогда было, вообще судили, если вы по направлению не идете, отрабатываете. Сразу вас тунеядством называли это и обязательно прям дело открывали. Соответственно, мой отец очень строгих правил был, и куда скажет, туда ехал. Естественно, старшие получались, у меня два старших брата, на 6 и на 5 лет старше. Они оставались с бабушкой, дедушкой жили, ну а я с ними все время, потому что ну, никак не получалось. Видимо, я единственная дочка, и мне нужно было, наверное, с собой. И я очень много школ сменила. Мне очень сложно было и в школе. Мне хотелось всегда учиться хорошо, как бы от меня и требовали родители этого, но и у меня такого не было, чтобы там не знать. Мне всегда хотелось, что если меня спросят, у меня девичья фамилия Хубиева, и когда всех спрашивают, кто-то не отвечает, кто-то обязательно, ну что, ну давайте, Хубиева к доске. И я не могла встать и сказать, я не знаю, или там, я не подготовлена. А так, конечно, сложная жизнь была, очень тяжело было. Если сейчас скажу, может, даже не поверят. Нам не разрешали делать уроки дома, потому что очень много было огороды, домашних, коров, бытовых дел. барашек. То есть мы должны были всем хозяйством этим заниматься. И родители воспринимали так, что это само разумеющее, это нужно все делать, а уроки однозначно же мы выучим. Мы же не ляжем, не выучим. Но при этом я хочу сказать, что в 9:00 обязательно отец нас сажал на диван вечером. Каждый день в 9:00 включали телевизор, программу «Время» смотрели. Мы обязательно должны были быть в курсе всех мировых новостей. В 9:35 заканчивалась программа «Время», в 9:35 выключался телевизор, и папа говорил, выключаем свет, все ложимся. И мы с братом под одеялом делали уроки фонариками. Брат днем их заряжал, один заряжался, а другой вот такие большие батарейки были. И вот мы вдвоем под одеялом вот это делали уроки. Кому-нибудь сейчас это рассказать, то смешно, никто не поверит. Но мы так жили, дай Бог, вот он, как говорится, живой-здоровый, может подтвердить, что мы так учились и хотели, чтобы мы все знали и познали. Поэтому... Ну, вообще, я замечаю, чем сложнее было детство, тем больше добиваются, да? Да, я думаю, что так трудности вообще... Это тяжело в учении, легко в бою. Да, это точно. Потому что ничего легко не дается, и то, что с трудом делается, все это ценится, и это дает получается, плоды. в детстве вы каждый раз, каждые несколько лет меняете школу, каждый раз нужно себя показать, каждый раз какие-то разные учебные планы, где-то отстали, где-то опередили, плюс домашние дела, 9:35 свет выключен, но требует все равно. Требует, и вот так Если вот смешно не будет, я расскажу, как требовали.
Папа очень любил ходить на родительские собрания. Мама не могла, ну, видимо, так сложилось. И папа очень любил ходить на собрания, потому что он всегда знал, что будут хвалить. Это был 8 класс. Нет, 10 класс, извините. 10 класс. Тогда же 10 лет, да, учились? 10 лет было, Это да, уже выпускной да, год. 10 лет учились. И он пошел на родительское собрание, а я осталась дома на огороде, что-то делала. Я вообще даже не переживала, что папа там в собрание придет и какие-то у меня разборки будут. Абсолютно даже не предполагала, потому что старалась учиться хорошо. Он приходит и вижу, берет тяпку, а тяпка возле там дерева стояла, берет тяпку и бегает, и начинает бежать ко мне. Я тебе покажу любовь, я тебе покажу любовь. И я, не понимая, тоже убегаю, вот так по огороду мы бегаем. Но я понимаю, что это так не остановится. Соседи смотрят, скажут, ну что случилось. Убегаю к тете, потом, когда он уже успокоился, прихожу, и он рассказывает. Оказывается, на родительском собрании классный руководитель сказала, говорит, ой, у нас такая надежда была, гордость школы была. Ну что-то, может, она влюбилась, по химии 4 получила. Это было просто предположение преподавателя. Ну, химия-то сработала какая-то, ну, по химии 4. Ну и вот, и папа, вот из-за этого я тебе покажу любовь. А почему была 4? А 4 я даже не понимаю. А потом, да, я, ну, как бы думала, То есть почему. преподаватель был прав или нет? Нет, преподаватель не был прав, это однозначно. Как бы, ну, у меня и в мыслях тогда не было. Я все занималась спортом, баскетбол, все, какая там любовь, о чем говорить. Тем более, зная своего отца, даже и речи не могло быть. А это получилось так, что у нас, во-первых, я школу меняла, это очень много значит. Во-вторых, в Зеленчукскую школу приехала с Москвы новая учительница химии. Очень такая красивая, такая умная. Вот просто можно было на нее смотреть и любоваться только ее красотой и, естественно, химию, ну, пропускать все эти ее формулы и прочее. Ну, соответственно, как-то, видимо, я пока, наверное, или не показала себя, или вот... Ну, как-то так стечение как-то обстоятельств, стечение что обстоятельств, как-то да, раз так четверки получилось. появились. Ну вот и все. Так что вот так требовали. Как бы я могла не учиться под одеялом, если это Так вы требовали. еще и баскетболом занимались? Да, я профессионально занималась, несмотря на свои 1,56 м, я профессионально занималась баскетболом. Начало это было в станице Зеленчукской, а потом в Ставрополе. В Ставрополь меня не хотели брать в Ставропольском, ну, Из-за как бы, 1,56 м. да, потому что рост. Ну, я, видимо, расплакалась, и тренер говорит, ну, давайте ее возьмем, ну, как-то пожалел. Царство Небесное, его уже нет в живых, но очень долго был тренером. И вот так вот я начала ходить, и, соответственно, меня в саму основную группу не брали, и я на запасном. Ну, все стечение обстоятельств. Девочка, она до сих пор, мы вот дружим, все, Дьяченко Лена, она была таким, ну, очень специалистом по баскетболу. И она подвернула ногу или что-то сделала, но не может. И вдруг вот меня нужно, ну кого? Кроме меня там никого нет. И я начинаю маленькая, меня ни за кого не принимают, за игрока точно не принимают. Соответственно, я бегом на отрыв, меня кидают, я гол, да гол, гол. Ну и потом вот так втянулись меня быстренько, чтобы мы быстро побеждали. В первом же буквально отрыве, и, соответственно, мы так и сразу чемпионство. Да, и не было ни разу, чтобы наша сборная проиграла где-нибудь. Я была часто избита из-за того, что мы выигрывали. Так что противниками? Да, противниками избита прямо на поле. Меня били, но все свистели, не могли никого. Это то нос поломанный, то челюсти конечно. поломаны. Жизнь такая была очень. Ну, как вы сказали, сложная, но очень интересная, но очень интересная, насыщенная. да. Я вообще благодарна судьбе, что вот все так сложилось. Я в жизни уже все-таки достаточно у меня возраст. Я в жизни ни разу не могу сказать, что мне встретился нехороший человек, там, с плохим характером. Все очень открытые, все очень доброжелательные. Видимо, вот как-то вот это дало. Ну, видимо, такие же люди к вам притягиваются, как и вы сама, да? Не знаю, мне бы очень хотелось, конечно, чтобы я была, ну так и есть. Вот так вот получилась жизнь. Ну вот вернемся теперь к Почоле, мы же как бы про него начали. Давайте, да, все-таки.
Значит, орден Да, и вот, Луки-Почаевой. значит, прошла я этот первый тур, и пишут, Вот что вы тестирование за 20 благополучно, минут на да, 100 вопросов. благополучно, так и написано, благополучно прошли там то-то, то-то, будут дополнительно сообщены на второй этап. 3 А этапа конкурс большой проходили. вообще? Конкурс большой был, да, ну, можете представить, да, все страны мира участники. Это сейчас там кто-то участвует, кто-то нет, но раньше это обязательно было. И, соответственно, следующий этап надо уже в Москву лететь, чтобы там поучаствовать очно. Но и этот орден дают не каждой стране, Нет, правильно? не каждой То есть все стране. участвуют, но Все определенное количество участвуют, стран одна выбирает. страна выбирается, да, одна страна, и одна страна получает это. И в одной стране только один Только человек. один человек. То есть во да. всем мире получается Во один всем человек. мире, да, один человек получается. И вот так Получается, сложилось. это самый лучший бухгалтер мира. Ну, на тот момент, да, в том Грубо году говоря. именно так получилось, да. Я не ожидала, я даже никак не могла поверить в это. Я в руках держала. А на тот момент сколько лет у вас уже было стажа? опыта? Стаж, сейчас скажу, это сколько лет. Наверное, все-таки где-то 16 лет стажа у меня было. Но поточнее, это когда вот увидите, там все годы написаны, на каждый орден, который я получала, на каждый знак есть свидетельство, вручение, там все как положено. Ну, то есть вы еще достаточно молодая. Да, в тот я момент, тогда да? на тот момент я молодая, дети еще маленькие были, соответственно, я То есть молодая. как бы тут дети, тут домашние хлопоты, тут еще что-то, преподавательская Да. деятельность идет, плюс вот это участие. Да, насыщенная И, да, всё, при всем да. при этом вы успеваете. И так получается, что в Москве тоже уже на очном конкурсе я опять-таки выделилась, получила первое место. И вот решение, правда, идет где-то 2 месяца. Идет решение, кто же будет представлять нашу Россию в этом международном конкурсе. Ну, это безумство было, честно говоря, когда я получила по почте без всяких уведомлений, просто обычное письмо. Я читаю, говорю, да нет, не может быть, наверное, это кто-то подшутил так. Ну а там все телефоны, думаю, позвоню. Звоню, мне говорят, да, там обязательно то-то, то-то. Весь перечень, что нужно для того, чтобы подать документы на международный этот форум. Да, так я поехала, и еще скажу, как раз вот казусное такое, я же говорю, все время это и смех, и грех называется. Я еду как раз вот получать этот орден. Вы Я же не получили знала, в что... Италию? Да, в Италию еду. Но я же не знаю, что я там первое место получу. Получается так, что я вылетаю с Минвод, а в этот момент у меня племянник прилетает с Англии, с Лондона, на побывку домой. И я сестре своей говорю, не надо встречать, мы там с ним встретимся и его привезут. Я буду улетать, а он... Ну, как в аэропорту. Да, в аэропорту, да. И он, насколько меня любил этот племянник, и, соответственно, он выбегает вот так вот, поднимает меня, притягивает к себе, обнимает, и в этот момент хруст у меня. А вы летите в Италию, получать да, орден? участвовать в международном вы еще не знаете, форуме. что Я вы же получаете. только участница этого международного То есть форума. вы представляете Россию на всемирном вот этом. Всемирно вот так вот, да. И, соответственно, поговорили, я дышать не могу, выдержала, там, расспросила его, все, уже наша регистрация, проходим самолет, мне плохо, я одну таблетку анальгина, пенталгина, баралгина, что угодно, очень болит все. Я прилетаю туда, все это проходит, я не знаю, как все это проходило, я только потом поняла, когда уже с орденом этим была, вот с таким там очень много всего к этому еще давали, в том числе и денежное вознаграждение давали, за это тоже обязательно расскажем. И я когда, вручение это было, я понимаю, как я шла, все, неделю мы там были, участники этой недели, 7 дней происходило. Ну и там нужно еще какие-то задачи решать, Задачи, что-то там отвечать, то есть уже как-то еще были- нужно показывать себя. Да, там как деловые игры были. Дают тебе задачу международного И там представители уровня. разных стран все сидят. Представители, огромная территория, огромная, и такие круглые столы, и ты по жребию не понимаешь, с кем ты попадешь. Я с ливийцем попала, то есть у меня деловая игра, был представитель мужчина с Ливии. И вот у нас в этой игре, кто правильное решение примет.
задача ставится, и мы это принимаем решение, какое, вот как вы руководитель, как финансовый директор, какое бы вы решение приняли. И вот типа вот такого уровня было там уже. Ну, соответственно, участвовала, все. Потом получается, что я побеждаю, и мне вручают эту награду. И вы не представляете, у меня фотография вся мокрая, потому что у меня температура. В итоге что за хруст был? В итоге это перелом 5-6 ребра и грудины. То есть он вас в аэропорту обнял, да. При этом сломал 3 косточки. 2 ребра и грудину. Да. И вы с этими переломами полетела, летите, неделю вот это все участвуете, побеждаете, получаете этот орден. Да, и приезжаю. А потом 4,5 месяца дышу, арбуз ем и дышу, чтобы это все зажило. То есть все вот так вот настолько интересно, что я не жалею ни на одну минуту, не жалею, что я пошла именно в профессию бухгалтера. И рекомендую вообще. Несмотря на то, что вот 2 старших брата, все равно вас, как маленькую девочку, тоже заставляли заниматься. Получилось так, что они же выросли, они уехали учиться. Все. А я подросла как раз, у папы нет, получается, сыновей рядом. Я была и за сына, и за дочь. Вместе косили. Он вперед, меня выставлял вперед, чтобы, если я сзади буду, косили, конечно, да. Я все время даже говорила родителям, я не понимаю, почему у людей много детей, а у вас, говорю, только я. Все вышли, быстренько, говорю, пропололи, все, огород прополол, а я несколько дней. Говорю, все вышли, быстренько покосили, сено собрали, все нормально. Говорю, а мы несколько дней. То есть, ну, вот так вот как-то все время, они смеялись, конечно, думали, ну, я как была, и пацанкой была, и девочкой была, ну, такая вот судьба у меня была. Соответственно, и я хотела, что где бы я ни жила, хочу сказать, что я еще в Брянской области жила. Поселок Плетня, это вообще отдельная песня, это бараки, это лес, это сугробы выше людей. Это вы жили уже будучи взрослой или еще? Нет, я была школьницей 1 класс, там, ну, как бы школьницей была. И я очень любила грузинский язык, потому что меня воспитывала грузинка женщина. Меня там, ей оставляли, и у нее 5 детей было. А вы грузинский как-то освоили? И рядышком, нет, рядышком жили. Это грузинская семья, и мы в одном бараке жили. Соответственно, мои родители работали, меня оставляли им 6 ребенком. Я там с грузинским языком жила, и мне это было приятно, я знала все. И как только где-то грузинский язык я слышу, для меня это родные, близкие люди. Ну, в принципе, укорочается с грузинами там есть, да, что-то общее? Ну, вообще, как бы быт одинаковый, язык-то совсем разный, а быт одинаковый примерно, да. Так что вот так вот мы жизнь. А вот вы очень много достижений, орденов, медалей, званий, но, насколько я знаю, вы именно вот карьеру, работу, все всегда были в Ставрополе. Да, всегда в Ставрополе, да. А вот со всеми вашими заслугами наверняка вас приглашались в какие-то крупные компании, какие-то международные, может, компании и так далее, да? То есть были ли какие-то такие приглашения и почему вы отказывались? Приглашения были во Францию. Первое вот приглашение у меня именно было во Францию. Какая-то крупная компания? Крупная компания, да, и туда нужно были, набирали именно с России, потому что инвестиции в Россию были, соответственно, им там учет, международные стандарты были, именно бухгалтерский учет, должны во Франции конкретно, в Париже. Я даже поехала, стажировалась, месяца 2 постажировалась там, приехала. Но почему не поехала? Потому что чисто вот, ну, как семья, дети маленькие, родители все-таки взрослые, больные. Мама у меня давно не стала, а папа вот 5 лет назад только умер. Поэтому как бы я не могла, у меня ответственность была, что как же так? Мама мужа тоже больная женщина все-таки. И как-то взять, уехать, семью здесь оставить, самой куда-то уехать, предложения были. Из-за рубежа были, из Москвы были. Ну, я думаю, семью это было бы тяжело. Поэтому как-то вот
И, наверное, все-таки патриотизм какой-то у меня есть. Не только у меня, даже у моих детей. Я сейчас говорю: девочки, может, вы туда-то уедете, там-то будете учиться, может, переедете. Нет, категорически. Они даже не захотели высшую школу проходить где-то там в Москве, в Питере, только Ставрополь. Такой же институт, Самый такой же классный университет, да. И они, хочу сказать, где бы они ни были, приезжают и говорят: самый красивый, самый хороший город — это город Ставрополь. Я с вами Поэтому согласен. везде я тоже бывала, но почему-то меня город Ставрополь тянул, и я здесь, для меня комфортный город. Ну вот вы отказались от работы во Франции, да, а отказались наверняка от работы в каких-то крупных российских, да, там фирмах, корпорациях, компаниях, остались в Ставрополе. А вот в Ставрополе вы всю жизнь на одном месте, или вы часто меняли работу, или вы как-то были независимым каким-то бухгалтером? Вот чем? Да, я отказалась от всех работ именно почему? Потому что хотела все-таки себя посвятить именно работе в Ставрополе. Я считала, что я очень много могу сделать в Ставрополе, помочь там, тот же познать даже бухгалтерский учет, чем-то, может, там, бухгалтеров чему-то научить, повышение квалификации каким-то там заниматься. Поэтому работала я, вот 23 года отработала в техникуме, потом я пошла в администрацию города Ставрополя работать в контрольное управление. Контрольное управление занималось проверками именно бюджетных учреждений, именно бухгалтерии. То есть как расходуются денежные средства нашего населения, бюджета. Да. Поэтому очень себя посвятила этому. Долго вы там работали? 10 лет проработала, и мне это очень нравилась, моя работа. Очень сложная, опять-таки, работа. Ну и вот как они, нормально интересно. тратят бюджет? Да, тратят. Во-первых, хочу сказать, что очень было тяжело добиться из бюджета каких-либо денег, пока мы не докажем надобность именно того или другого иного там мероприятия. Не будет обоснования, да, необходимости? Обоснование, и очень-таки сложное обоснование. Надо было доказать и Минфину Ставропольского края, и Российской Федерации, что да, эти деньги необходимы для города, для того и для другого. Поэтому очень много для города сделал Бертоев Андрей Хасанович. Ну, при нем было видно, да. что город уже живет И да, по-другому. весь народ, я думаю, что это увидел, что преобразился город, очень добивался всего, любыми путями. Мы ночью не спали, и 3 часа ночи он мог позвонить, сказать, куда контрольное управление смотрит, там завал мусора, там свет не горит, на той улице то. То есть вот насколько он человек, любил свою работу, естественно, ночами ездил, утром ездил, то есть вот так вот. Поэтому я считаю, что частичка меня тоже есть в нашем городе. Может, это громко сказано, но на самом деле я участница вот каждого, любой уголочек нашего города, где клубы были, там, где-то там дороги, ну все, что не происходит. Ну и, по-моему, даже вот в сквере имени Джаттоева, вот там, где стоит его памятник, это фотографии, которые сделали вы. Да, именно я в кабинет зашла, и он так стоял и, понятно, ругался на меня. Я сразу говорю, что он очень часто и густо ругался на меня, ну, от чистого сердца. Он хотел именно, чтобы лучше было, поэтому я вообще по-доброму, да. И, соответственно, ой, говорю, вы так красиво выглядите, давайте я сфотографирую. Резко взяла и сфотографировала. Ну и скинула ему на телефон. И вот он везде его выставлял, всегда пересылал. Куда-то печатать, он именно эту фотографию прислал. У меня вот как бы память тоже осталась. Судьбоносная фотография. Да, судьбоносная. Я смотрю, у вас вся жизнь, она так, такими да, моментами, вот да? моментами, да, очень. Конечно, в администрации работать я даже не мечтал. И туда, мне кажется, и сложнее попасть, в принципе. Ну, как-то так России, получилось, всего да. мира, на минуточку. Ну, как-то так получилось. И Эта вот администрация очень... должна была даже не мечтать о том, что вы будете Да уж. работать. Так что вот так вот моя жизнь там. А теперь я работаю в «Газпроме», Межрегионгаз, Ставрополь. Никогда тоже не думала, что... «Газпром» мечты сбываются. Да, «Газпром» мечты сбываются. В финансовом отделе работаю, тоже финансами занимаюсь. То есть вот всего 3 работы я сменила в жизни. Вот какое место работы вам нравилось больше всего? Конечно, мне нравилось больше всего работа с детьми, то есть со студентами, преподавание. А почему Настолько они любопытные.
А профессиональное вот заболевание, голос пропал, горло вообще, как видите, сиплый, много разговариваю, сразу вообще пропадает на несколько месяцев. Я благодарна руководителям своим, они, конечно, меня ждали, говорили, что ничего, все пройдет, возвратишься, будешь преподавать, но, к сожалению, нет такой возможности, соответственно, так ушла с преподавания. По сей день люблю свою работу очень, и мне кажется, и такая фишка у меня была, я говорила студентам, вы не приходите на занятия, чтобы что, двойку не получить? Я вам гарантирую, 2 ставить вообще не в моих принципах, двойки нет. Значит, вы что должны делать? Обязаны посещать мое занятие. Если вы будете посещать, что-то останется, что-то. Поэтому все посещали, кто интересовался, они стали именно большой буквой бухгалтерами. А кто не хотел, они сразу отчислялись, сами уходили. Они понимали, что это тяжело, быть бухгалтером очень тяжело. И, соответственно, оставались такие вот именно выносливые, которые себя готовили именно к бухгалтерскому учету, к финансам, к экономике. И вот они, и мне очень нравилось с ними. Они очень интересный народ, молодые. Это вот я себя все время с ними чувствовала молодой, такой вот энергичной. Да, и поэтому я благодарна своим студентам, что они вот до сих пор со мной и общаются, и мы встречаемся. Разговариваем об учете, в любом смысле, как вопросы по бухгалтерскому учету, моментально пишем друг другу, какие-то там подсказки. То есть вот так столько работ поменяла, 3 работы. Люди прекрасные. Такой вопрос. Бухгалтер у нас как-то, не знаю, как у всех, у меня сложилось с детства, что бухгалтер это такая типичная рядовая профессия, как бы не сильно престижная, не сильно прибыльная. А потом, когда вот все вроде поменялось, что хороший бухгалтер, главный бухгалтер, как бы все на нем, все финансы и так далее. Сколько может зарабатывать хороший бухгалтер? Вот грамотный специалист своего дела, он может много денег заработать? Да, много денег заработать может хороший бухгалтер, особенно главный бухгалтер, большие деньги заработать. Потому что сейчас, насколько руководитель понимает, что очень многое держится на главных бухгалтерах, на бухгалтерской вообще службе, не то, что на главном бухгалтере, но это важно, если главный бухгалтер, он как бы может скоординировать, хороших набрать себе профессиональных бухгалтеров, это неоценимый труд, как бы. Но именно все руководители уже понимают, что бухгалтерская служба – это основная служба. И юристы, и финансисты, и техники, все это все равно через бухгалтерию. Что бы ни было, какие бы затраты ни были, какие бы доходы ни были, все это через бухгалтерию. Бухгалтерия, если они грамотные, то они направляют на путь туда. Вот давайте это будем производить, потому что здесь себестоимость меньше, а выручки больше. То есть больше заработают. Этим тоже занимается бухгалтер, да? Да, да. И, соответственно, вот эти подсказки для управленческого учета, это очень много значит. Соответственно, эти организации, предприятия, конечно, успешные. И сейчас платят много. Ну, вот в масштабах Ставрополя, вот на сегодняшний день, вот студент, да, учится на бухгалтера, вот хорошо отучился, получил там красный диплом, и знания, и опыт есть, и стаж есть. Вот на что он может рассчитывать в масштабах Ставрополя? В масштабах Ставрополя сейчас открывают очень много не вот в предприятиях бухгалтерии, а именно услугами, которые занимаются, очень много организаций, набирают бухгалтеров и набирают организации для ведения бухгалтерского учета. Средняя зарплата сейчас 40-50. Соответственно, есть и 24, 25, соответственно, есть и 70, и 80, и 150, и 200 есть. И даже 300 есть в строительных организациях. Они богатые организации, строительные, соответственно, финансовый директор сейчас, так называют, главного бухгалтера, может зарабатывать 300 тысяч. Это официальные такие. В масштабах Да, в масштабах Ставрополя. Ну а если это иметь там куда-то в крупные города уезжать, конечно, это еще больше. Единственное, что я всегда говорила, что если хороший бухгалтер, то его оценят все равно. Если не посредственный, конечно, он не найдет себе работу. Он будет обычным специалистом, там, на 20-30 тысяч, может быть, и все. Ну а если человек показывает себя, на что-то способен, креативное мышление, и есть какие-то новшества, чтобы
Кто совершенствуется в своей Да, деятельности. да, Но да. это ж, наверное, применимо к любой профессии. К любой, абсолютно, к любой Но профессии. и особенно, наверное, к врачам. А врачи это вообще особые случаи. Я считаю, что врачи они от Бога должны быть. И врачи это просто, ну, не знаю, настолько эта профессия. Если они хорошие, если он хороший врач, то однозначно будут ждать месяц, но хотят попасть именно Ну к да, этому да, врачу. с этим согласен. Поэтому это особенно, конечно. Есть ли какая-то вот профессиональная деформация у вас? Вообще, или какие-то типичные черты бухгалтера? Вот что им свойственно, что им не свойственно? Свойственно вообще бухгалтера очень немногословные люди. Они молчаливые, где-то они суровые, вид у них суровый. Потому что они в заботах все время, отчеты, постоянно бумаги, постоянно цифры. И кажется, что это сухие такие, какие-то неэмоциональные люди. Это вот черта, как будто вот, если посмотреть, почему-то везде их сразу, вы случайно не бухгалтером работаете, вот так спрашивают. Ну, когда они есть время или место, где повеселиться, конечно, они могут раскрыться, они да? могут, раскрыться. Они, конечно, и шутят, и играют, и все. Но вообще шуток не понимают. Шутки только бухгалтерские должны быть. А есть, да, какой-то такой Да, есть юмор специфический, да? специально. бухгалтер? Есть даже нетипичный бухгалтер. Называется у нас тоже группа. И мы туда все эти казусы. Я даже пыталась брошюрку выпустить, вот именно из таких вот интересных, смешных Ну вот на скидку высказываний какой-нибудь бухгалтера. там шутку бухгалтерскую или Ну, что-нибудь. так навскидку не могу, я даже могу, вот, ну, как бы эту книжку я выпускала какое-то время. Вообще, ну, несколько лет занималась именно, писала книги, инструкции, как вот 1С, когда запускался, основателем были, я тоже в группе, в команде была в Москве, именно когда 1С 1С, бухгалтерия когда по России предприятия, запускал? да, когда запускали Вы 1С причастны предприятия, именно к я была зарождению членом 1С? этой комиссии, где вот как практик. Нигматуллин основатель этого, 1С, а мы очень много помощников были. Поэтому, когда вот мы 1С этот уже выпустили программу, начали его, несколько регионов участвовало в этом, чтобы как запустить, посмотреть. Мы одни из первых регионов были, Ставропольский край, в этой программе. И тогда я писала, на таком, на простом, наверное, на бухгалтерском языке брошюрку, которая вот была помощью для бухгалтеров, которые начинали внедрять это 1С. И, соответственно, в тот год я писала очень много и публикаций, и, соответственно, вот эти даже шутки про бухгалтеров. Я как-то поделюсь, конечно, так сейчас я не вспомню, потому что я же говорю, мы вообще бухгалтера, это не шутники, не юмористы, мы даже, посмеяться можем, и на этом забыли. Любой анекдот, любую шутку мы моментально, сейчас сказано, сейчас поулыбались, и на этом забыли. Завтра спроси, что было, я это не вспомню, потому что это не касаемо цифр. А цифры, уж извините, в любое время суток спросите, где, когда, я скажу, в книге такой-то, страница такая-то, там вот документ такой-то лежит, там такая-то сумма была с тем-то там предприятием, то есть контрагентом. То есть это вот другие, совсем другое мышление, другая память. Да? А все остальное мы можем забыть. Если вы сейчас спросите какой-нибудь рецепт у меня, который я готовлю ежедневно дома, я вам не скажу. А бухгалтерский учет в любое время. Поэтому вот как-то специфика, наверное, такая вот, что мы очень серьезные. Это все понятно и интересно. Ну, давайте теперь непосредственно более к личности перейдем. Вот вы сказали, что вы своих дочек тоже там то туда хотите, про это сюда, они патриотки все-таки, да? Расскажите, пожалуйста, так в 2-3 словах вообще про семью, про детей, кто они, чем занимаются. Про семью хочу сказать. Я вообще, у меня мама балкарка, отец карачаевец. У супруга карачаевцы, мама и папа. 2 девочки у нас. Старшая работает в Министерстве экономразвития Ставропольского края. То есть больше по матери. Да, все-таки она все время говорила в детстве, я не буду как мама, я не буду как мама, потому что я дома не жила. Они меня не видели практически, они там самостоятельно выросли. Она тоже бухгалтер? Она на бухгалтерский учет поступила, закончила СКФУ наша. Вот. Вторая дочка
работает врачом, закончила медакадемию нашу, терапевт. А почему медицина? А вообще у меня очень много родственников именно медики. Я сама тоже как бы думала когда-то, что я пойду именно в медицину. До 6 класса. До 6 класса. Играла Потому там что 6 какие-то, класса да, там уже 6 уже у родились. меня радиотехника, да. Но как-то так получилось, что у меня, видимо, точные науки и не завлекло. Ну, а может то, что вот мама болела, там как-то вот это все-таки с медициной не очень. И, соответственно, может, у меня такое мнение было, что я не пойду в медицину. А младшая дочка сама себя готовила, что она пойдет в медики, что будет Ну и она не обязательно. жалеет. Нет, она не жалеет, очень любит. И та, и другая любит свои профессии. Старшая, конечно, все-таки, наверное, вот это осталось, что я не хочу как мама. Все-таки, наверное, это борется в ней, увлекается все равно платьями, там, моделями, ну, чисто. Но она еще дизайнер одежды, Она, да, у неё дизайнер как бы одежды, свой да, пошив. свой то пошив, есть да, свой и вот магазин. как-то она этим тоже увлекается. Ну, а младшая, конечно, вся в медицине. Ну, супруг работает в сфере имущества, ну, на тоже как бы госдолжности. на госдолжности, да. Вот такая обычная Что вы простая пытаетесь семья. воспитывать в своих детях? К чему вы хотите их приучить? Я бы очень хотела, чтобы мои дети были... Вопрос еще, они же уже как бы достаточно Они уже взрослые. достаточно Вы взрослые, все еще их да. воспитываете? Все еще воспитываю, да. Что вы пытаетесь в них заложить в детстве и что вы вот сейчас в них воспитываете? В детстве И я... как они на это реагируют? Реагируют, это конец света. В детстве пыталась, чтобы они были самостоятельными, добивались всего, чтобы они То есть вот эта настойчивость, да, о которой вы настойчивые, говорили? да, чтобы они, у них у самих интерес был познать, узнать, не просто так вот, знаете, как поверхностно, а я хотела, чтобы они что-то вот для себя выделили, и они углубленно это изучали. Но, к сожалению, на самом деле они вот всесторонне, поверхностно. И очень долгое время они не знали, кем будут, там, чего хотят, что. Хотела еще из-за того, что мы в городе, они выросли, родились в городе здесь, выросли. Очень хотела, чтобы они свой язык знали в совершенстве, чтобы разговаривали, в первую очередь, на своем языке, а потом только на всех языках мира, которые вы хотели бы. Да, я думаю, на сегодняшний день я как бы этого добилась, по крайней мере, старшая от и до понимает и разговаривает, а младшая бывает, конечно, между слов. Проскакивает. Да. Ну, полноценно понимаете, в Нет, принципе, полноценно однозначно все, понимаю. что хочет сказать, она может пиздиться на родном Да, языке. да. Ну, кто из нас сейчас не вставляет, да, русские слова? Очень хотела, чтобы все-таки вот они не теряли, при том, что сейчас очень такой современный мир. Я хотела бы, чтобы они, да, не современные, чтобы были, много со временем шли, но при этом они не забывали, что они горянки, что они все-таки должны, вот какой-то мера какого-то воспитания, именно как девушки, где-то нужно там опустить глаза, где-то не ответить, Какой-то если даже. морально-этический Притом, облик, да, да? вот это, чтобы они, вот у них это было. У меня очень с этим сложно получалось. Я неоднократно, ежедневно, как бы хоть на 5 минут, если я их вижу, я это пыталась. Ну, конечно, они противостоят этому. А почему они этого противостоят? Какое-то Ну, я так внутреннее думаю, все-таки отторжение или нет, там я не думаю, что городская это внутреннее. сфера? Мне кажется, вот эта городская атмосфера все равно дает. Мы ж как пытаемся, в какой мы среди кого живем, мы хотим же как бы не сильно отличаться от этого. Это наш минус, я считаю, вот, нас конкретно, балкарцев, карачаевцев. Мы как-то хотим казаться вот. У нас адаптация идет чуть-чуть в неправильном русле, да? Да. Некоторые, может, даже стесняются, что там, не русские. Мне кажется, все равно это нужно было как-то не довести. У меня вот был такой момент. Сташа пришла с садика и говорит: мама, ну скажи, я же русская. И у меня я в ступоре. Значит, ей в садике сказали, что она не русская.
А я И так... как-то это воспринялось как оскорбление, да? Да, и вот она плачет и говорит, ну, мама, скажи, я же русская. И я не знаю, я взрослый человек и в ступоре осталась, думаю, ну как ей объяснить что-то. Я постаралась там, Асечка, вот так-то, так-то, так-то. Но все равно не смогла донести. И мне казалось, что вот они, у нас же как, у нас все равно мы вот карачаевцы, балкарцы должны в 10 раз быть умнее, в 10 раз лучше знать все, чтобы чего-то добиться среди общего вот, населения, как говорится. То есть у нас спрос повыше. Да. И как бы надо соответствовать этим ожиданиям. На самом деле нам сложно и с языковым барьером каким-то. Ну, я не говорю про них, потому что они все-таки в городе выросли. Но в тот же момент все равно у нас как-то, мы дома их тянем обратно. Смотри, там, вот так не делай, смотри, там, не выскакивай, смотри, там, ну, имей терпение, смотри, не перебивай, смотри то. То есть они как немножко, ну, мне кажется, ну, хотели как бы, как воспитанные, вот этого ничего не делать, а в этот момент их, наверное, думали, что они там сильно, ну, не знают чего-то, или на второй, как второстепенных, может быть. И вот, может, эта борьба с тем, чтобы хотели вот как бы на уровне быть, может, это дало о себе знать, что вот она, ну, они, и та, и другая сопротивлялись, что типа, мам, ну что ты по-карачаевски говоришь? Обязательно вот в магазине надо по-карачаевски говорить. Я говорю, в смысле, как это? Это мой язык, вы должны это знать. Ну, то есть вот были моменты, но... Городское наверное, наложение какое-то да, вот все-таки какое-то есть, да. Но нас спасало то, что мы каждые выходные ездили в Карачаево-Черкесию, в Ичкулан, и уже потихонечку в подростковом возрасте стала даже старшая говорить, когда у нее здесь спрашивали, ты откуда? Она говорила, я с Ичкулана. То есть она родилась здесь, Она родилась выросла здесь, жила здесь, все как бы здесь, всё, но при этом она говорила, но при этом что она, да, у нее спрашивали, ты откуда? Она всегда говорит, я с Ичкулана. И по сей день так и идет. Младшая, конечно, я со Ставрополя. А я говорю, да тебя не спрашивают, откуда ты. Откуда родом родители? То есть откуда отец у тебя родом? Ну, я же там не жила. То есть вот, ну, такое противоречие, двое детей, очень разные дети. И я хотела, чтобы они не стеснялись своей нации, своего происхождения. Не знаю, смогла ли я это, но они, я смотрю, что очень ценят именно карачаевский народ. Я, конечно, двояко, потому что у меня мама балкарка. Я почему-то больше люблю, пусть родственники отца не обижаются, но я почему-то больше люблю балкарскую сторону. Они мягкие, они такие вот какие-то, никогда, они боятся обидеть, даже интонацией обидеть кого-либо. Со стороны чуть-чуть таких, ну, пожестче. Ну и сам отец был пожестче. И сам отец, есть, видимо, сам там отец, как бы он и у меня вся семья очень такая, жесткий человек, да, очень. Чтобы было понятно, мы не могли перечить ему вообще ни в чем. Когда мы видели или слышали его машину, по-другому машина его звучала, слышим, что он едет, мы всей гурьбой быстренько выходили на улицу, открывали ворота, все по стойке смирно стояли, ждали, когда он заедет. Ну, я думаю, что не отец сам же Он вас ничего это... не делал. А вот... Это вот такое воспитание было. Ну, это от мамы больше? Это от мамы было. Мама все время вот это То есть как бы говорила. ваше отношение вот это к отцу формировалось? Да, все-таки формировалась только мамой. Еще больше, может, я, ну, как бы отвлекаю людей. Но, может, это все равно поучительно будет и, для нашего поколения, вот, подрастающего. Моя мама настолько уважала сторону отца, то есть, ну, по-нашему, Каин, Каин, настолько, что она все время говорила, если я начинала что-то дома делать, ну, давайте вот так, огород начинала там сажать или полоть или что-то. Она мне говорила, ну-ка иди сюда. А ты у тети сделала это? То есть, там рядом же. А мы рядышком, 3-4 домика. А ты это у тети сделала? Нет. Иди вначале ей сделай, а потом только начнешь свою. Там, закрутки начинались. А ты у тети сделала? То есть вот всегда так. Порой у меня, ну как, я безусловно, конечно, этому не противостояла, однозначно, ну, делала, как сказали. Ну, в один момент у меня прям, наверное, ну, то ли муж, что стало. Я говорю, почему я должна это делать? Говорю, у меня тоже дети там то-то. И она, ничего не говоря, как мне отдала по губам, и у меня сразу кровь потекла.
Это на всю жизнь я запомнила, чтобы больше у меня этого не повторялось, да, что почему я должна делать. То есть мама сказала, так Вместо должно 1000 быть. слов, да? Да, Один вместо раз. 1000 слов, да, один вот такой шлепок по губам. Ну, то есть это может быть показаться жестко? Нет. Этим она Но показывала. я считаю, что это правильно. Это правильно. Еще, как я могла по-другому воспитана быть, если она вот так вот лежит, она уже последние дни, она умирает. То есть она уже бессильна, настолько бессильна, что... И в тот же момент по ступенькам поднимается моя тетя, родная сестра папы, а я сижу рядом с ней. И она разговаривать уже не умеет. Она рукой ищет платок, чтобы вот так натянуть. То есть платок отошел, она в постели, больная. Вот так вот, чтобы платок натянуть. И у нее ноги всегда были, одеяло, ну, видимо, жарко было ей, ну, человек больной. Ноги всегда открыты были. И она ногу не могла под одеяло, что типа надо укрыть открытые ноги и покрыть платком голову. Потому что тетя идет, то есть родная, это сестра папы. Видя это, я по-другому могла воспитана быть? Ну вот вопрос, вот из вот этой ситуации, да, вот из Да, того, всё что вы это рассказали, показывает и родители. вот вы двух дочерей вырастили, да, и все равно, оглядываясь назад, я думаю, каждый человек, да, там какие-то ошибки, плюсы, минусы, там что-то сделал правильно, что-то неправильно. Вот вопрос, вот уже с опытом, да, с каким-то там, с высоты прожитых лет, так сказать, хоть вы очень еще молодая, Да уж. ну, все-таки и дети есть. Как сейчас воспитать молодежь, подрастающее поколение детей, вот чтобы отношение было как у вашей мамы? Я думаю, это отношение это было не только там к стороне, да, там, Да, мужа, это то есть ко не всему. группа имлала, а вот в целом отношение, такая вот воспитанность, она вот такая была, вот, согласно горскому этикету, Да. кодексу. Это нужно просто родиться балкаркой или вот, что, как это Нет, воспитать? это, я думаю, не только балкаркой. И вообще в том числе вот совет тем, кто вот сейчас в Ставрополе живет, растит детей. Вот хочу сказать слово «к сожалению». Сейчас нам надо говорить и говорить, не просто показывать. В то время мы полуслова, то есть вообще она ничего не говоря, мы это видели по их вот этим вот моментам. Или нужно быть внимательнее нашей молодежи, чтобы увидеть вот эти тонкости наши. Но я считаю, им надо говорить и говорить. Если я Учить. неоднократно, да, другой, третий, десятый, все наши, мы взрослые, будем об этом говорить, да, молодежь может воспринимать, ой, ну опять, все равно что-то остается. Как губка. Говорят же, дети как губки, все впитывают, а потом когда-то выдадут. Я надеюсь на это, поэтому и призываю нашу молодежь больше читать наших вот книг Адаты, да, как называется. Все равно у нас очень много кто пишет это, кто знает историю. У нас очень много историков, которые, в принципе, все в интернете забей, все есть. Раньше этого не было, и мы только могли видеть, смотреть и подражать. Сейчас только нам говорить и говорить. Ну а как воспитать в них вот интерес к этому, желание к этому? Только вот благодаря, вот как вы, вот вашей, как говорится, сообщество, или как вы называетесь, Культурный центр. Ну, многие не могут к вам попасть по разным причинам. Кто-то работает, кто-то учится, кто-то вот конкретно за себя скажу, если в наше время такое бы было бы, я бы тоже не смогла прийти. Потому что я училась, я все время любое свободного времени у меня не было. Ну, вы спите по 2 часа в день, конечно, да. у вас. То есть я бы тоже не смогла бы. Но я изредка, когда, ну так вот не спится, да, все равно я взрослая женщина, но смотрю то, что вы выкладываете. Где-то говорю, ой, какие молодцы, там еще то-то, это. Ну, то есть, если даже кто-то не читает, кто-то кому-то скажет, все равно это передается. Просто нужно брать информацию, Распространять. Все-таки призывать, чтобы и наши спектакли были какие-то поучительные про жизнь, но именно, ну, как обычно, как сказка, да, поучительная. Без этого никак нельзя. И все время организовывать любые такие моменты, которые вот где-то поучают нашим все-таки воспитанию. У нас, да, я не говорю, чтобы они были забиты, наша молодежь, ни в коем случае. Как раз таки очень призываю быть любопытными, познавать, изучать, но при этом как раз таки не забывать происхождение свое, чтобы вот мы сейчас уже, вот
ну, может, на моем поколении уже и закончилось то, что знают язык. Я дословно скажу, я еду в аул, в ауле ребенок, который дедушка, бабушка разговаривают на карачайском языке, ни одного слова не знает карачайский, только по-русски разговаривают. Это моей двоюродной сестры ребеночек. Как бы мы ни старались, потому что только мультики на русском языке, соответственно, они только русский язык знают. Я уже бабушке, дедушке говорю, да не разговаривайте же вы, ну а что делать, не понимает, по-русски говорим. Карачайча встречу с Да, карачайча сулешикис, тогда может как-то это, нет, я вот этого боюсь, что мы без языка, мы уже никто, вообще никто будем. И нас забудут, и даже знать не будут, кто такие карачаевцы, кто такие балкарцы. И очень хочется, у нас все равно есть отличие вообще от всех других народностей, мне кажется, доброта, приветствие, вот, приветливость. Отличительные черты карачаево-балкарского Да, народа, да? вот у меня такое чувство, потому что я из всех народностей могу увидеть, что это таулу, балкарец, это карачаевец, то есть потому что они вот по-другому. Я была удивлена, когда в институте мне преподаватель сказал, говорит, я тогда и не интересовалась, сколько у нас там карачаевцев, там герои России, герои СССР, да, или герои там войны, или там ученые, или что. Вот он мне когда сказал, что если учатся хорошо, то карачаевцы очень хорошо учатся. Мальчики, девочки, но если они не учатся, то они вообще никогда не учатся. Ну, как говорится, иги снеги джетмит, а да. И вот он все время говорил, умнейшие, там, вот, я таких умнейших там, студентов выпустил. Когда так говорил преподаватель, я все время удивлялась. Когда я сама стала преподавателем, я замечала, насколько у нас ум очень такой логический ум. Мы, может, не заучиваем. Вы считаете, это вот как бы особенность народа, это особенность народа. Логический ум – это очень важно. И я считаю, что у нас это очень развито. При этом, при всем, если бы вот не забывали язык, не забывали свои традиции, не стеснялись этого, а наоборот, давали всем другим народам России знать вот такие балкарцы, вот такие карачаевцы. Мне кажется, только этим можно, я всегда так думала, вот, я же не могу за всех отвечать, за себя. Я хотела быть лучше и лучше, чтобы люди видели, что ну, народ карачаевский, вот хороший народ. Ну, в жизни всякое бывает. И хороших людей встречаешь, и плохих, и там характер. Мы же все не без изъянов, понятно. Но надо уметь прощать ошибки, не обращать на это внимания. Я считаю, у нас это тоже отличительная черта. Если кто-то там заострил на каких-то ошибках других. А вы считаете, что вот карачайцы в какой-то момент, они мстительные? То есть, может, со временем прощают, не злопамятные? Вот, нет, когда... я не могу сказать мстительных. Вот все мало, хорошо, плохо я пожила, все равно я прожила, да? И тем более я не среди своего народа жила, а все-таки больше вот с русским народом прожила. И я не могу сказать, что где-то там мстительность наша проявлялась, нет. Да, мы очень гордый народ. Если наше достоинство унизить, конечно, мы постоим за себя. Но первыми никуда лезть не будем. Как вы считаете, самый большой плюс вообще вот нашего народа, на ваш взгляд, и самый большой минус? Ну, самый большой плюс – это вот добрые отношения. Друг к другу друг и к вообще другу, ко и всем, вообще да? ко всему буквально. И самый большой минус, что мы забываем свои традиции, свой язык. Не бережем. Да, не бережем, не развиваем, стесняемся где-то показать, что вот мы вот с такого народа. А ваш лично самый большой плюс и минус, на ваш взгляд? Ой, у меня вообще плюсов, наверное, нет, у меня все минусы, поэтому Ну хорошо, наименьший минус. наименьший минус. Я вообще заметил, люди не хотят говорить о себе что-то хорошее. Ну, это, наверное, тоже плюс, да? То есть это да, скромность. это тоже, наверное, плюс, когда Да, вот, это ну, как бы- скромность это плюс, я считаю. Вы считаете, что вот у вас есть это качество, оно вам присуще? Да, у меня даже чересчур бывала скромность такая, что я очень много раз, моя скромность мне как бы мешала.
в очень многих делах. Но с другой стороны, я благодарна, что и лучше так. Ну, в принципе, у вас есть и вот правильная, здоровая настойчивость, да, благодаря которой вы достигаете. Да, настойчивость у меня это, наверное, все-таки с детства настойчивость. И это я все равно развивала и сама еще. Потому что если бы я послушала, что нельзя, не надо учиться, только замуж выходить, детей там воспитывать и все, я бы, наверное, ничего Ну, а не как добилась. воспитывать детей, если ты сам ничего не Да. знаешь и ничего не умеешь? Да, и я порой даже сейчас говорю, может, посмеются мои дети, но что-то, когда я им говорю, девочки, сделайте то-то, они на меня смотрят, я говорю, ну, в компьютере, допустим, да, там что-то, они на меня смотрят, мам, я говорю, вы что, вы нормально, не умеете, быстро села, сделала. То есть, ну, понимаете, да, там, и они так по любым вопросам говорят, «Ну, мама умеет, мама там то-то, вот так вот. Конечно же, ну, упорство, без упорства, ну, ничего не добиться. Вот я считаю, что успех человека именно в этом упорстве. Доброе, открытое отношение, чтобы, ну, я считаю, что успешный человек никогда злым не может быть. Никогда он негативно не будет И он уже мыслить. самодостаточный, Да, то он есть, самодостаточный. не закомплексованный. Да, не закомплексован. И это не говорит, что материальных каких-то этих. Но согласитесь, если, конечно, вы работаете, ну, конечно, и зарабатываете, соответственно. Если не работать, лениться, ничего, оно само просто так не придет. Поэтому главное, чтобы молодежь не ленилась. Ну, под лежачий камень, как говорится, вода не течет. Какой бы ты там 7 пядей во лбу не было, если ты проявлять это не будешь, добиваться не будешь, будешь ленивый, будешь лежать, никто тебя не заметит. Поэтому в жизни как-то, если мы рождены, уже Аллахом как-то так получилось, что мы родились, каждый человек родился для чего-то, ну, чтобы что-то сделать прекрасное в жизни. Для семьи, для людей, для окружающих. Я думаю, вот этот показатель нужно все время держать на востре. Что вы не приемлете в людях? Вот какая черта вам максимально Не нравится? приемлю ложь. Ложь. Пусть какая бы ни была правда горькая, это же, ну, не мной придумано, да? Это, ну, из поколения в поколение, тысячелетиями. Но ложь это все. Это человека просто-напросто, ну, этот человек для меня уже не существует. Да, я буду, боже упаси, это, как говорится, Всевышний его создал, Всевышнему решать все эти моменты, но я буду улыбаться, здороваться, но таких, которые вот у меня бы открытые отношения были, уже не будет, потому что ложь не приемлю. А если бы вы могли взять какое-то одно качество и наделить этим качеством абсолютно всех людей планеты, что это за качество? Ну, первое, опять-таки, честность, а второе — доброта. Без доброты это, ну, это не жизнь, это не человек. Добрый человек — это человек. Злой человек — это, извините, это уже... У нас есть такая рубрика, как вопрос от предыдущего гостя. И у нас вот последний гость, который давал интервью, он задал вопрос, не зная, кому он будет адресован. Вопрос звучал так: в чем смысл вашей жизни? Ну, конкретно в моей жизни смысл... Вот вопрос конкретно. Он не знал, что вам, но мы задаем его конкретно вам. Я с детства как бы для себя решила, что все возможное сделать для окружающих, для близких, родных, просто людей, с кем бы я ни встречалась на своем жизненном пути, работали дома, родственники, но сделать только приятное, хорошее. Если я не могу чем-то помочь, как говорится, просто не мешая, да, вот. И смысл жизни моей быть доброй и своей добротой показывать, что это очень прекрасно в жизни. Ты хорошо живешь, ты спокойно спишь, спокойно, ну, то есть ты самодостаточная, что ты чего-то добил. Вот, мне кажется, добрый человек — это вот все в этом слове сказано — доброта. И тогда человек всего и добился, и в плане жизненных каких-то, и карьерных, и там, ну, всяческих, которые в жизни бывают.
А теперь мы бы хотели услышать от вас вопрос, который мы зададим своему следующему гостю, но не то, что мы сами еще не знаем, кто будет наш следующий гость, ни возраст, ни пол, ни социальный статус, ни вид деятельности. Мы ничего не знаем. Просто это будет карачаец или балкарец, который живет и работает в Старохане. Я бы хотела сказать все-таки, спросить, что же нам нужно сделать и взрослому поколению, и подрастающему поколению, и среднему возрасту, как вы. Что нам сделать, чтобы наша молодежь все-таки хотела жить в наших традициях, но при этом быть современным, знающим свое дело, любознательным. Как шагать в ногу со временем, со временем шагать, и сохранить. Это же так приятно, когда заходит взрослый, молодой человек встает, знает, не знает, видит, что несет женщина или пакет какой-то, подбегает, давайте донесу, переходит дорогу, давайте переведу. Настолько кто в селе живет, все равно это еще чуть присутствует, потому что и родители говорят, и видят, но уже в последнее время, конечно, это не существует. Поэтому я бы хотела что же нам, какие мероприятия делать, как предпринять, может программу какую-то даже составить, что мы будем делать, это умы, которые хорошо понимают в этом, чтобы как-то нам сказали, как нам быть, чтобы наша молодежь были и современные, и много со времени жили и работали, и в тот же момент все эти наши традиции, эти моменты не забывали, и этими своими действиями показывали, что они горцы. Я, может, просто для примера скажу, в маршрутку захожу, молодой человек не похож, светленький, не похож на горца абсолютно, светленький такой, поднимается, дает мне место. Я говорю, сиди, я 2 минутки, я уже выхожу. А он говорит, я не могу, говорит, вы же старше это. Я из-за того, что уже, наверное, возраст, может, я помоложе была, может, постеснялась спросить. Я говорю, кто ты? Мне просто интересно. Кто ты, человек, да? Кто ты, да. Он говорит, я из Нальчика, и говорит фамилию, имя, отчество, учусь там-то, там-то. То есть уже. То есть такими действиями он показывал, что он настоящий горец, настоящая горянка, которая не в глаза так пялится, а когда говоришь, хоть немножечко опускать. Не доказывать обратное. Сейчас, знаете, как мода пошла? Это неправильное воспитание было. Никто не имеет, и родители не имеют права. Это же не собственность ребенку что-то говорить. Такое было в наше время или в ваше время? Даже ты сейчас, когда ты взрослый уже, ты когда-нибудь скажешь, что ты не собственность отца и мамы? А сейчас молодежь так. Я же не собственность ваша, что вы распоряжаетесь моей жизнью или что-то. Таких что, да, живите, пожалуйста. Это никто не говорит, что вас где-то что-то закрывают или не дают возможности. Но при этом этих слов не говорить, родителей немножко почитать, взрослых других почитать, независимо от какой-либо нации. Это независимо. Поэтому хотелось бы спросить, что нам делать с этим. Это, мне кажется, такой очень вопрос щепетильный. По крайней мере, может, я сталкиваюсь так. И мне хотелось бы, чтобы наши девочки и мальчики как-то проявлялись. Очень хороший вопрос. И мы обязательно его зададим следующему гостю, послушаем, что он на него ответит. Да. Очень много нового я для себя сегодня узнал о вас, хотя я знаю вас, по моей памяти, лет 28, потому что я раньше в принципе ничего не понял. А так, все 33 года с самого рождения вы меня нянчили. И Казбек тоже часто рассказывает, как он со мной оставался, когда я был маленьким. Так что, я, например, не знал про профессиональные занятия баскетболом. Я всю жизнь знал, что вы бухгалтер, но никогда не знал, что вы преподавали. А вы 23 года преподавали, на минуточку, да? То есть, очень много таких интересных моментов, интересных аспектов. И про Брянск, и бараки, и так далее, да? Очень интересно получилось. Как? Прыгала с парашютом. Прыгала с парашютом, да. Великолепно. Очень много всего я узнал, и это я узнал, будучи человеком, который вас знает, а наши зрители, я думаю, очень интересно посмотрели данное интервью. Я думаю, вы их зарядили порцией мотивации, желанием быть
настойчивыми в хорошем плане, да, там, упорными, ставить цели и обязательно их достигать, потому что если ставить цели и не достигать ее, то смысл, да, тогда ее ставить. Спасибо вам еще раз большое в вам, вашем что плотном пригласили. графике. Вы же эти час-полтора могли уделить сну, да, то есть увеличить 2-часовой сон, но вы уделили нам это время, мы это очень ценим, очень гордимся этим, что мы все-таки на таком уровне, что вот такие люди, как вы, к нам приходят и уделяют нам свое время. Спасибо вам еще большое. Всех благ. Аллах эмигисин буйурсун. Аллах узак өмір берсин. Аллах саулық берсин. Etken işinizden Allah sevap azmanınıza salsın. Bu dünyada da, öbür dünyada da iyilik var. Dünyada Allah болушсун. Аллах Сау разы болыңыз. болсын. Сізге де сау болыңыз. Бір теле қуандықма мені сөйлешкенім, мен айтқаным, кімге болса да былай пример болып, үлгі болып, кім болса да мені сөзім бля, бухгалтерда болып, именно лучший бухгалтер России какого-то года болып, бір тебе сүйейін, біздің милletimiz малай ауылына барып, кесін көргістік. Бухгалтерия да болурла, и после вашего интервью даже и помимо бухгалтерии, я думаю, в очень многих отраслях все-таки это будет какой-то старт для них, какая-то точка опоры, что они посмотрят, подумают, что вот простая девочка Зимчука Да. в итоге в Италии получила орден руки почетной. Так что для них это тоже мотивация и хороший старт. Сау болыңыз, сізді тұтқан ішіңізден қуанып, Аллах разы болсын. үлгі болып, бұған башқа конфессияларға, har kimde sizin ayıptır, на самом деле алайды, ondan ardalay болсын. Аллах разы болсын, сау болыңыз. Сау болыңыз.